Говоря вообще о тактике чеченцев, это как бы Шайх был известен своими какими-то особенностями войны, ну, вообще Кавказская война выделила очень много талантов, да, среди чеченцев. Тот же Телхиг Шелинский, его тактика летучая, которая впоследствии в Первую мировую войну стала известна как летучая артиллерия российской армии в противодействии против австро-венгерской армии. Вот эта же тактика заимствована у чеченцев во время российско-кавказской войны, так как за неимением нужного количества артиллерии шайб, то есть Телхиг Шелинский или Сеженютовский, по-разному называют, он научился вести огонь из артиллерии, не распрягая вот эти лошадиные упряги, то есть не отделяя лафет от упряг, он научился вести прицельный огонь, и после завершения огня они не тратили времени на то, чтобы запрягать обратно вот эти телеги, артиллерийские вот эти лафеты, запрягать, чтобы изменить местность, потому что всегда следовал ответный огонь от российской артиллерии. Российские артиллеристы отличались меткой стрельбой, и нужно было вот немедленно поменять локацию вот этой немногочисленной имаматской вот этой артиллерии, иначе невозможно было удержать как бы артиллерию. Все пушки были в основном трофейные. Собственное производство тоже как бы были попытки, но они не увенчались успехом, поэтому небольшое количество вот этой артиллерии нужно было таким образом спасать. Это приводило в удивление врагов. Они только позже поняли, что как производится вот эта тактика, и взяли ее себе на вооружение.